Мы живем в глобальном мире, да, и в мире очень жесткой конкуренции. В мире, где успех и эффективность определяются не только производственными показателями, но и операционной эффективностью. Грамотное корпоративное управление, прагматичное управление экономикой и финансовыми потоками находится также в числе приоритетов деятельности Казатомпрома. Следующего спикера вы хорошо знаете. Ваша коллега не понаслышке знает о трудностях как производства, так и в целом корпоративного управления, экономики, финансов. Разрешите предоставить слово Сыздыковой Камиле, главному директору по экономике и финансам холдинга Казатомпром. Сәлеметсіз бе, құрметті әріптестер. Баршаңызды Казатомөнеркәсіптің 25 жылға арналған мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Компаниямыз ары қарай үлкен қойылған мақсатына жете берсін. Коллеги, я стояла, смотрела выступления моих коллег волнительно, и я не могу выразить словами, какая огромная честь для меня сегодня поздравлять многотысячный, сплоченный коллектив нашей компании с 25-летним юбилеем. Поздравляю всех! Сегодня, говоря о производственной операционной эффективности, хотелось бы сказать в первую очередь, кто мы. Казатомпром за 25 лет достиг впечатляющих успехов. Как было уже сказано, мы компания номер 1 по производству урана. Мы компания номер 1 по объемам продаж урана. Мы обладаем самой низкой производственной себестоимостью в мире. Это стало возможным благодаря качеству наших запасов и, безусловно, эффективным методам их отработки. На сегодняшний день Казатомпром внедрил безопасность и охрану окружающей среды и труда как приоритет номер 1. Мы следуем этим правилам. Также на сегодняшний день Казатомпром получил высокий рейтинг корпоративного управления. По результатам независимой оценки компании «Большой четверки» за прошлый год Казатомпром получил рейтинг A на уровне корпоративного управления, что на сегодняшний день является самым высоким рейтингом среди всех портфельных компаний фонда Самрұқ-Казына. Когда я говорю сегодня о производственной и эффективной операционной эффективности, я хотела бы сказать о том, что является внешним мерилом нашей с вами эффективности. И я хотела бы рассказать вам о той новой эре в развитии нашей компании, которая случилась в ноябре 2018 года, когда компания Казатомпром стала публичной компанией. Что это значит публичная компания? Это означает, что мы открыты для всех стейкхолдеров, мы следуем правилам раскрытия, мы следуем правилам, нормам безопасности. На сегодняшний день 25% акций компании Казатомпром торгуются на площадках лондонской и астанинской фондовых бирж. Это было произведено в 3 последовательных размещениях. Первичное размещение составляло 15% от общего количества зарегистрированных акций компании Казатомпром. В общей сложности мы получили 790 миллионов долларов, которые были направлены в Национальный фонд Республики Казахстан. На сегодняшний день крупнейшим миноритарным акционером Казатомпром является Пенсионный фонд Республики Казахстан, доля которого составляет порядка 6% от свободно обращающихся акций компании. Также следует сказать, что независимые крупные международные венчурные фонды, в управлении которых находится более 1,5 триллиона долларов США, инвестировали и доверили Казатомпрому. Сегодня нашими крупнейшими миноритарными инвесторами являются такие известные международно признанные фонды, как Коперник, Терои, RWC. Это большая честь и заслуга нашего сплоченного многотысячного коллектива, коллеги. Также я хотела бы сказать, что во что выливается наша эффективность. Она, мне как финансисту, здесь, наверное, легче, она выливается в цифры. О чем цифры? Да? Рентабельность наша по валовой прибыли превышает 40% регулярно. Результат, как я и сказала, эффективных методов отработки и низкой себестоимости производства. В целом мы смогли выстроить эффективную стратегию. Стратегия компании обновленная, которая действует на сегодняшний день, была принята в 2018 году, и на сегодняшний день мы с 2018 года приняли политику последовательного балансирования мирового спроса и предложения. Эта стратегия показывает свою жизнеспособность, свою эффективность, и основная цель нашей стратегии – это максимизация прибыли для всех стейкхолдеров.
Таким образом, мы внесли свою лепту в оздоровление общего мирового баланса спроса и предложения. Заканчивая с частью, которая касается внешней оценки эффективности нашей компании, коллеги, я сегодня хотела бы, пользуясь этой высокой трибуной и этой возможностью выступить перед вами, рассказать о проекте, спонсором которого я являюсь, и который, на мой взгляд, на сегодняшний день должен стать следующим этапом повышения нашей с вами общей эффективности. Прежде чем я расскажу вам об этом проекте, я хотела бы небольшую, наверное, историю. Да? Все мы ведем записи. Вот у меня в детстве у мамы была такая книжка, где она вела рецепты. Это я помню, там был торт медовик, и вот до сих пор ты вспоминаешь этот вкус, записи. Потом книжка потерялась, рецепт потерялся. Сейчас, слава богу, есть Google, можно забить все рецепты, видео. Что происходит с нами в нашей жизни? Да, я уверена, каждый из вас сталкивался с ситуацией. Уволился сотрудник, нет файла. Файл называется как-нибудь там, я не знаю, 20, 30, 18. Мы не понимаем, о чем он, мы не понимаем, зачем он, но при этом мы испытываем острую потребность в каких-то данных. Что такое КХД? Корпоративное хранилище данных. Данные – это на сегодняшний день основной инструмент. Более того, на сегодняшний день данные – это актив. Понятно, мы все слышим пресловутое Big Data. Что такое Big Data? Big Data в контексте Казатомпром начинается с небольших шагов. И проект, который я сегодня представляю, корпоративное хранилище данных, это такой шаг. Шаг для того, чтобы мы смогли объединить все разрозненные данные нашего огромного холдинга в единую базу с разграничением прав, полномочий, доступа, чтобы каждый из вас, из нас мог качественно пользоваться, выполнять свои ежедневные обязанности и повышать качество анализа. О чем это? Об эффективности. Таким образом, о чем я хочу сказать, что корпоративное хранилище данных – это не просто очередной проект корпоративного центра, который нужно сделать, подписать, поставить галочку. Я призываю вас сегодня отнестись к нему так, как к вашей возможности развиваться самостоятельно, как к вашей возможности узнавать новое. Как выглядит архитектура? Да, вот здесь на слайде представлено. То есть, по сути, это большая база, к которой подключены интеграционные механизмы. На сегодняшний день это механизмы ETL. Мы не разворачиваем пока полноценную интеграционную шину, нам достаточно ETL. Мы подключаем к ней действующие информационные системы. Какими действующими системами мы пользуемся, вы все их знаете. Это SAP, ESP, GGIS, ATP 3000, ТТК, Excel-файлы. Вся эта информация, которая собирается, мы ее интегрируем не вручную, а прямой интеграцией, например, в SAP мы используем напрямую BV-хранилище. Да. Таким образом, эти данные поступают в общее хранилище, но они не поступают хаотично, они поступают в соответствии с выбранной нами архитектурой объектов данных. То есть мы провели огромную работу по унификации объектов данных, по выстраиванию модели данных нашей компании. То есть мы определили, какие данные важны, какие данные приоритетны, какие данные принадлежат каким подразделениям. И это очень важно. Мы определили ответственность, кто определяет за какие данные формируют какие отчеты. Согласитесь, отчеты – это наша притча во языцах, да, что бесконечно этот КЦ просит какие-то отчеты, да, я вижу, генерально улыбаются. Но на самом деле они нам нужны, с нас тоже просят отчеты. Но я просто надеюсь, что каждый из нас здесь, и я как куратор финансово-экономического блока, как спонсор проекта, я уверена, Алибек Мансурович ко мне присоединится, готова дать обязательство, что каждый из нас, внося вклад в эту систему, мы действительно сократим запросы, мы действительно сократим дублирование данных. Например, ТО-25, да, коллеги, вот ТО-25 участвует в формировании отчетов подразделения Дукуям. Да. Соответственно, система, собирая все параметры ТО-25, далее она формирует отчеты уже внутри системы. Таким образом, запрос от Дукуям должен что? Уйти. Это публично озвучено сейчас мною, но наполнение системы зависит от вас. Поэтому я еще раз говорю, я пользуюсь этой высокой трибуной для того, чтобы рассказать конкретный текущий кейс того, как мы все вместе
можем повысить нашу производственную эффективность. Что сделано на сегодняшний день? На сегодняшний день в работе 148 отчетов, то есть 148 отчетов, которые будут формироваться в этой системе. Настроено 52 дашборда. Есть возможность визуализации, то есть чем удобна визуализация, опять-таки это помогает анализировать. Мы все люди, мы мыслим по-разному. Кому-то удобно работать с таблицами, кому-то удобно работать с графиками. Система эту возможность дает. Что требуется от нас? От нас требуется максимальная кооперация, требуется открытый настрой и понимание того, что эта система не одного дня. Эта система, по сути, это венец архитектуры наших информационных систем в части, что она закрывает периметром и охватывает все предприятия холдинга. На сегодняшний день это единственный проект, который периметром охватывает полностью все предприятия, сервисные, добычные, независимо от долей участия. То есть мы имеем срез модели данных по всему холдингу, коллеги. И это стало возможным благодаря нашей совместной работе. Я еще раз благодарю вас всех за внимание. Поздравляю с 25-летием компании. Спасибо. Подождите, оставайтесь на сцене. На секундочку, Камила, оставайтесь на сцене. Я обращаюсь к первым руководителям дочерних компаний. Поднимите руки, пожалуйста. Так, чтобы я охватил взглядом. Используя сегодняшний таунхолл, вы присоединяетесь к КХД? Я не слышу. Спасибо. Спасибо большое. Камил Бакшан, вот ваши первые и, наверное, долгосрочные соратники вашего проекта «Хранилище данных». На самом деле вы правильно сказали, данные, как сейчас говорят, данные – это новая нефть. Да? Пусть данные – это новый уран, это то, с чем вам работать более эффективно, осуществлять вашу деятельность более эффективно и более результативно. Спасибо большое, Камила. Спасибо.